Спасибо вам большое. Это настоящая честь принимать здесь президента Украины. У нас было много хороших обсуждений, хороших разговоров. Я думаю, что очень значимый прогресс уже достигается. Вы знаете, что у нас недавно была встреча с президентом России, и я полагаю, что есть возможность, что из этого что-то получится, и сегодняшняя встреча очень важна. У нас 7, мне кажется, очень могущественных лидеров из Европы, и мы с ними встретимся вот после этой встречи, так что спасибо. Спасибо, господин президент. Я хотел бы в первую очередь сказать спасибо вам за приглашение и за все ваши усилия, чтобы остановить все убийства, остановить эту войну. Спасибо. И, используя эту возможность, хочу сказать спасибо вашей жене. Она отправила письмо Путину о наших детях, украденных детях. И моя жена, первая леди Украины, она вам, это не вам, это вашей жене. Это очень чувствительная тема. Спасибо большое всем нашим партнерам. И после этой встречи у нас будет встреча с лидерами из разных стран, из Британии, Франции, Германии, Финляндии, ЕС. Все партнеры, которые поддерживают Украину, поддерживают нас. И спасибо за приглашение. Спасибо вам, что вы здесь. Господин президент Зеленский, вы сегодня заявили, что Россия должна завершить эту войну, которую она сама начала. Президент Трамп, вы сказали, что президент Зеленский может завершить войну с Россией практически мгновенно, если захочет. Так что из двух? Я думаю, что это правда. У нас будет встреча, если все пройдет хорошо, у нас будет трехсторонняя встреча, и есть некоторый обоснованный шанс завершить войну. Это завершение американской поддержки для Украины. Никогда не будет конец. Просто людей убивали, и мы хотели это остановить. Но это не конец дороги. Нет, у нас, как мне кажется, есть шансы достичь этого уже, поскольку уже почти 4 года идет, и много людей погибло. Вот только на прошлой неделе. Там миллионы людей гибнут, очень много людей, солдаты, и не только. И я знаю президента, я знаю, и я думаю, что Владимир Путин тоже захочет завершения. Когда вы выслушали Россию и Украину, у какой стороны позиция сильнее? Ну, в первую очередь, это не моя война, это война Джо Байдена. И мы хотим ее завершить. И мы хотим, чтобы она завершилась хорошо для всех. И для народа Украины, потому что они страдают неимоверно. Президент Зеленский, вы готовы дальше отправлять украинские войска на смерть? Или вы готовы перерисовать карты? Спасибо большое за вопрос. Во-первых, мы живем под постоянными обстрелами. Вот только сегодня были обстрелы. Ребенок погиб 1,5 года. И нам нужно остановить эту войну с Россией. Для этого нам необходима поддержка Америки и европейских партнеров. И мы стараемся. Мы показали, что мы сильный народ, и мы поддерживаем инициативы США и лично президента Трампа остановить эту войну, чтобы она завершилась дипломатически. Мы готовы к трехсторонней встрече, как президент сказал. Это хороший инструмент. Спасибо. Если будет достигнуто мирное соглашение, вы готовы отправить американских миротворцев в Украину? Мы будем работать с Украиной, будем работать со всеми. И мы обеспечим, чтобы этот мир оставался надолго. Это все надолго. Нам не нужен мир на 2 года, чтобы снова если этот хаос начался. Мы будем работать с Россией, будем работать с Украиной, чтобы все заработало. И думаю, что если мы дойдем до мира, то все получится. Я не сомневаюсь.
Ваша команда обсуждала гарантии безопасности. Могут ли они включать и войска США? Ну, возможно, позднее, сегодня, вот мы встретимся с 7 лидерами великих стран и будем обсуждать их участие. Но когда мы будем говорить о безопасности, то мы будем удерживать. У них будет первая линия обороны, потому что они там на первой линии в Европе. Владимир Путин сказал, что война не завершится, если не будут устранены и коренные причины этой войны. По вашему мнению, каковы эти коренные причины? Война закончится. Вот когда закончится, я не могу сказать, но война закончится. И этот джентльмен хочет, чтобы она завершилась. Владимир Путин хочет, чтобы она завершилась. Думаю, что весь мир уже устал от этого. И мы завершим ее. Я уже завершил 6 войн. И я думал, что это, может быть, будет самое легкое, но нет, это не самое легкое, это сложное. Много причин для нее. И об этом можно говорить долго. Но были и другие. Индия и Пакистан, например, есть очень большие. Да. Вот если посмотреть на какую-то войну, вот в Африку только посмотреть, Руанда и Конго, Республика Конго. Там 31 год она продолжалась. И всего 6 у нас, ну, плюс еще и мы можем зачесть уничтожение будущих потенциальных ядерных возможностей. Поэтому я уверен в этих. Господин президент, скажите, пожалуйста, о вашей беседе с европейскими лидерами и что они готовы предложить для завершения войны. У нас сегодня будет очень хорошая представительная группа, очень влиятельных, очень больших стран, очень хорошие люди. Все вот мои друзья, да и ваши друзья. И у нас будут некоторые предложения. Они хотят мира. Вот, пожалуйста, в красном. Президент Трамп, как вы думаете, для Украины и для России справедливо будет достижение длительного мира, если Россия получит те территории, которые она не завоевала? Отвечая на первую часть вашего вопроса, у нас будет не только справедливый, а длительный мир. Я надеюсь, что это будет как можно скорее и долго. И люди всего мира будут очень рады этому. Вы опубликовали в соцсетях, господин президент, очень трогательное письмо от первой леди, которое вы передали лично президенту Путину в руки. Оно призывает, по сути, к окончанию войны ради детей, ради будущего детей. Почему первая леди почувствовала, что это письмо необходимо? Возможно, она полагает, что президент Путин агрессор в этой войне. Было ли такое же письмо президенту Зеленскому? Первая леди очень сопереживает. Она смотрит, ну, то же, что и вы смотрите, что я смотрю. Я, правда, вижу вещи, которые вы не видите, это ужасно. Она очень любит детей. У нее очень честный сын, которого она любит. Может быть, больше, чем кого-либо, и даже больше, чем меня. Но она действительно любит и сына, и вообще любит детей. И она не любит, когда что-то такое происходит. Это относится и к другим войнам. Когда она видит разбитые сердца родителей, все эти похороны, мы хотим видеть что-то другое, а нет. Она написала очень красивое письмо, и он его очень хорошо принял. Она меня попросила, она сказала, что хотела бы увидеть конец этой войны. Она это очень гордо, очень искренне говорит. И мне очень жаль, что столько людей гибнет. У меня есть вопрос к каждому из вас. Президент Зеленский, вы роскошно выглядите в этом костюме. Я ему то же самое сказал. Вот видите, он уже сейчас на вас не нападает. Я прошу прощения, вы роскошно выглядите. А вы в том же костюме. Я переоделся. У вас, наверное, лучше костюм, чем у меня.
Вот по поводу мира. Даст Бог будет мир. Вы готовы к проведению выборов в вашей стране? Да, конечно, мы готовы к выборам. Нам необходимо учитывать обстоятельства безопасности. Нам необходимо в парламенте работать, потому что во время войны мы не можем проводить выборы. Но мы считаем, что нам необходимо какое-то перемирие, чтобы было возможно для народа провести легальные, демократические открытые выборы. То есть вы говорите, что во время войны у вас не может быть выборов. Вот я хочу сказать, уже 3,5 года война. И представьте, выборов нет. У меня еще есть вопрос. Я не могу поверить, что я могу это даже спрашивать, но на ваш взгляд, американские СМИ не хотят мира, потому что вы отстаиваете мир, они вас не поддерживают. Это удивительно. Я сказал, в итоге, если они даже получат Москву и Петербург, все равно скажут, что это плохая сделка. Тут здесь очень хорошие люди, но есть и очень плохие люди. Я думаю, что им просто говорят, что с ними нужно говорить. И они опыта даже не имеют. А я несколько войн завершил. Вы знаете, вот одна только недавно была. И что бы я ни делал, это не относится к вам, и так или иначе, что бы я не говорил, какие бы сделки я не совершал, у вас все ок. И, может, у президента Путина будет ок. А пресса скажет, Трамп просто ужасный. Ну, я так уже живу давно. Я с этим живу еще с первых выборов. Раньше у меня было очень хорошее освещение в прессе, а сейчас очень плохое. Все только ругают. Я, опять-таки, хочу, чтобы выборы все показывали. Ну, есть, правда, и хорошие журналисты, конечно. Но очень грустно. Когда делаешь правильные вещи, вот, например, некоторые говорят, из-за того, что Владимир Путин приехал на американскую землю, это было поражение для Дональда Трампа. Нет, чудесно, что он приехал. Ему было очень сложно это сделать. Это было вразрез с тем, что он говорил. А если бы он не приехал, то тоже ругали бы Трампа. Так что это такая просто великая ложь прессы. И это вопрос доверия прессе. Сейчас оно низко, как никогда. Тут, в Вашингтоне, мы перешли от места, которое было очень-очень небезопасно, к месту, где даже демократы меня благодарят. Мне вот один сказал недавно, что, вы знаете, сейчас впервые за 4 года Вашингтон безопасный. Есть еще один мой друг, который сказал, что его сын, гольфист, он приехал на большой турнир, и вот сказал, что сын просто вечером поехал или пошел пешком на ужин. Раньше это было бы невозможно. И вы сделали невероятно. Люди это не осознают. А пресса говорит, он диктатор, он диктатор. Да нет, я хочу просто безопасности для людей. Потому что люди уже 2 года боялись и на ужин пешком. А сейчас это возможно. И рестораны сейчас загружены. Да, этот город сейчас действительно в безопасности. Господин президент, на прошлой неделе вы предупредили о тяжелых последствиях, если за 30 дней Россия не согласится на прекращение огня.
Знаете, я не думаю, что там необходимо прекращение огня. Я хочу завершения войны. Будет хорошо, если будет прекращение, но вот стратегически, опять-таки, ни одна из стран не хочет, чтобы было только прекращение огня, но они наращивали потом огневую. Если посмотреть на предыдущие 6 соглашений, там не было прекращения огня. Ну, мне нравится концепция. Мне нравится концепция прекращения огня по одной причине. Потому что людей не убивают. Это уже хорошо. Но мы можем разработать такую сделку, где будет прекращение боевых действий, но так, чтобы не было стратегического какого-то стратегической угрозы для одной из сторон. Но может быть мирное соглашение даже и без слов прекращения огня. Вы готовы предоставить Украине гарантии, такие же, как по статье 5, но не готовы дать членство? Вот если посмотреть, президент Путин всегда говорил, что не хочет членства Украины. Но мы еще пока это не обсуждали. Но я дам Украине очень хорошую защиту, хорошую безопасность. И люди, которые нас ждут, я думаю, они точно так же будут помочь. Спасибо, президент Трамп. США уже сотни миллиардов долларов выделили на эту войну в Украине. Но это патовая ситуация, убийство продолжается. То есть президент Трамп, сколько еще США готова дать Украине? И президент Зеленский, сколько еще вам нужно? Я начну. Мы сейчас ничего не отдаем. Мы сейчас уже продаем оружие. Там сумма, кажется, уже более 300 миллиардов долларов. Это все Джо Байден, коррумпированный политик и не очень умный человек. И никогда им не был. Он и 4 года назад не был умным. И это все коррумпированная администрация, которая не должна была тут быть. И если бы выборов были бы правильные результаты, если бы я стал президентом, то войны бы не было. И он был бы очень рад. Потому что вот он прошел через ад, а войны бы не было, и люди бы не погибли. Там несколько миллионов всего погибло, и солдаты нет. И там еще внутренне перемещенные люди. Ничего этого не было бы. Он был ужасный президент. И по вопросам границ, и по другим. Это ужасный коррумпированный президент. Вы хотите ответить? Спасибо. В первую очередь хотел сказать, что мы очень благодарны за программу, по которой мы можем приобретать оружие у США, и благодарны Европе, которая это оплачивает. То есть у нас есть некоторые программы, и у нас могут быть деньги, чтобы это финансировать, и я думаю, что это необходимо. Это будет частью не только для войны, это будет еще и частью гарантий безопасности. Укрепление нашей армии, перевооружение украинской армии, это тоже очень важно. Зависит от того, сколько денег нам нужно на перевооружение. Например, мы обсуждали с президентом Трампом вопрос ПВО. И у нас сейчас прорабатываются некоторые решения с американским ПВО, потому что в Европе нет таких систем, как Пэтрия. Необходимо для обороны. Мы производим лучшее военное оборудование. Вы вот упомянули системы Patriot. Есть системы, которые на 100% надежные. И там они попадают всегда, там 100%. Мы продаем это оборудование НАТО. НАТО, я не знаю уже, какие у них там соглашения. Я знаю, что они хотят вас обеспечить оборудованием. Это самое лучшее оборудование. И они оплачивают. А при Байдене там перевоз черти что. Там, может, уже и больше, чем 300 миллиардов. Наверное, на 350 миллиардов всего ушло.
И у нас такой прогресс за 2 месяца, которого у них не было в предыдущие годы. Надо было это все раньше. Вы в соцсетях написали о том, что Путин вам сказал что-то о почтовом голосовании по почте. Ну, это так, на другую тему. Они коррумпированы. Настоящей демократии с голосованием по почте быть не может. И сейчас вместе с республиканской партией мы делаем все возможное, чтобы избежать голосования по почте. У нас сейчас лучшие юристы страны пишут законопроект, чтобы завершить голосование по почте, потому что это коррупция. Мы единственная страна, мне кажется, может я ошибаюсь, но кажется, мы единственная страна, которая использует голосование по почте. И вы видели, что произошло. Массовая махинация. И еще есть вопрос к аппаратам для голосования. Там столько денег ушло. Они где-то в 10 раз больше, чем бумажные бюллетени. А бумажные бюллетени, там есть введенные знаки, там все защищено. И у нас будут и результаты быстрее, надежнее. С машинами, они говорят, 2 недели результата. С бумажными все за ночь считается. Большинство стран используют бумажные бюллетени для голосования. Это наиболее защищенная форма. Поэтому мы отстаиваем бумажные бюллетени. И, наверное, еще более важно, что мы завершим голосование по почте, потому что это мошенничество. Даже Джимми Картер с комиссией, которая это все придумала, он сказал, что если будет голосование по почте, то честных выборов не будет. И сейчас республиканцы должны показать силу и остановить это, потому что демократы хотят почтового голосования. Значит, это единственный способ, как они могут победить на выборах. И они любят не только там все свои трансгендерные штуки, открытые границы, они любят еще и преступность. Вот вы видели, как они критиковали мое решение про Нацгвардию в Вашингтоне. Я благодарен, что вы уделяете этому время. Но мы прекратим голосование по почте, потому что это коррупция. Если вы в кабине для голосования все делаете надлежащим образом, и вот я, например, голосовал, у меня спросили мои водительские права, я сказал, я не знаю, есть ли у меня. Он сказали, нет, даже у вас должны быть водительские права. И все голосования по почте, вы знаете, что в Калифорнии было. Там некоторые люди 5, 6, 7 бюллетеней получили и отправили. И нам нужно это прекратить. И республиканцы должны выступить здесь. Потому что если не будет голосования по почте, то демократы не смогут так быть. И я давно уже говорил на митингах, что нам, как стране, нужны границы и справедливые честные выборы. А сейчас у нас есть уже надежные границы. У нас за 90 дней, господин президент, за 3 месяца, ни один человек незаконным образом не проник в страну. Причем это цифры от либеральной группы. 0,00. Вот можно посмотреть, в прошлом году, позапрошлом, миллионы людей. Какие гарантии вам нужны, президент Зеленский, от президента Трампа? Это войска США, разведка, оборудование? Все? Тут есть 2 составляющие. Во-первых, надежная украинская армия. Мы уже начали это обсуждать с коллегой. Это вопрос вооружения, обучения и разведки в том числе. И второй компонент мы будем обсуждать с нашими партнерами. Это будет зависеть от больших стран, от США и от... protection in order to get President Zelensky to the jail today. Well, I don't know if you define it that way, but NATO-like, I mean, we're going to give, we have... По поводу гарантии безопасности подобно НАТО. У нас сейчас в соседнем зале нас ждут коллеги из Европы, и они хотят дать гарантии защиты, и мы им поможем. Думаю, что очень важно для мирового соглашения.
Вы с первого дня на вашей должности занимались вопросом мира в Украине. Что вы сейчас скажете тем украинцам, которые страдают от российских обстрелов? Я знаю украинский народ. Я многих украинцев знаю, и они очень энергичные, очень умные, они любят свою страну, и они хотят завершения войны, и я делаю, что могу. Я люблю украинский народ, я люблю все народы, я люблю и русский народ, я всех люблю, я хочу, чтобы война остановилась. Mr. President, was there any aspect of your discussion with Vladimir Putin that left you disappointed? Что-то вас разочаровало в ваших переговорах с Владимиром Путиным? Вот как раз говорил президенту, мы с ним не прямо уже говорили, и у нас будет еще телефонный звонок сегодня после всех встреч. Если у нас не будет трехсторонней встречи, то боевые действия продолжатся. Но думаю, что есть хорошие шансы, если будет трехсторонняя встреча, то все завершится. Он ожидает моего звонка. Спасибо вам.